Сегодня состоялся государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина. Переговоры прошли как в узком, так и расширенном составе. По итогам встречи подписано 17 двусторонних документов в самых различных сферах. Данное событие для Кыргызстана знаковое, учитывая, что вместе с российским лидером прибыла и внушительная делегация, как представители бизнеса, так и научной элиты. Сегодня о прошедшем визите и о перспективах российско-кыргызского сотрудничества мы поговорим в ток-шоу ОРДО. Добрый вечер. Для начала я представлю гостей студии. Депутат Джугурку Кенеша Айнуру Алтыбаева, председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Эркин Асрандиев, заместитель министра экономики Алишеров Эльдар, заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев, Аскар Сыдыков, директор Международного делового совета. Что для вас, для Кыргызстана означает, Айнура Алтыбаева, государственный визит российского лидера и его делегации? Очень важный визит. Только что мы вернулись с 8-й конференции, которая называлась развитие стратегического партнерства. И это как бы было и завершающим, конференция завершающим итогом, в то же время на ней намечены были новые перспективы развития двухсторонних отношений. И можно я здесь скажу, что на конференции прозвучало, что следующий год, 2020 год, будет именно годом развития наших отношений, годом экономических отношений в России. И я думаю, что это даст еще новый импульс развития двухсторонних отношений. И важен визит, он во всех отношениях, в политическом, экономическом плане. И я думаю, что те планы, те документы, которые были подписаны в ходе визита, они дадут толчок, импульс развитию двухсторонних отношений и в то же время поднимают их на более высокую ступень отношений. Эльдар Туралиевич, на сегодня прибыла достаточно большая делегация, именно представителей бизнеса. Вот ясно стало одно, что Россия приняла курс на системную экономическую поддержку Кыргызстана. Вообще скажите, какой можно сделать итог из данного визита, и вообще какие плоды вместе с тем он принес? В первую очередь позвольте мне сначала остановиться на таком моменте, как название нашего межрегионального форума, то есть это уже по счету 8-я межрегиональная конференция «Новые горизонты стратегического партнерства и развития». Здесь именно был поставлен посыл, что мы начинаем отсчет, так как уже 5 лет после вступления в интеграционную повестку ЕАЭС мы вошли, идем в рамках этой повестки, мы начинаем уже отсчет, новый курс развития наших двусторонних экономических отношений, нашего сотрудничества, и договорились определить и наметить те пути развития, определить те горизонты, увидеть их и направить наше бизнес-сообщество в этом направлении. Что же касается того момента, что произошло по итогам государственного визита Владимира Владимировича Путина в Кыргызскую республику. В рамках его визита у нас, как вы знаете, проходили 2 площадки были. Одна площадка это была форум ректоров, то есть это направление создания именно людского потенциала для развития экономики. И второе направление это уже сама экономическая повестка, то есть это наш межрегиональный экономический форум. Мы по итогам определили пути развития. Мы уже согласованно вели, в каких направлениях мы хотели бы видеть дальше наше двустороннее экономическое сотрудничество взаимовыгодное. Это промышленные кооперации, это создание цепочки добавочной стоимости в агропромышленном комплексе, это развитие в цифровой трансформации наших государств, а также развитие
самой как бы логистической системы. И по итогам как бы сами результаты, если вот позволите мне озвучить, составление соглашения на сумму более 6 миллиардов долларов уже да, вот хотелось бы вот именно на этом моменте, да, именно обозначить, потому что, чтобы вы внесли именно ясность, потому что везде разные цифры приводятся, да? Ну, хотел бы, вот мы только что вот вернулись с пленарного заседания нашей 8-й межрегиональной конференции, была озвучена сумма около 6 миллиардов, если внести ясность, это 6 миллиардов 180 тысяч примерно долларов. Это общая сумма контрактов не только как бы инвестиционных соглашений, но и по поставкам нашей продукции в Кыргызскую республику, поставка как бы оборудования для развития нашего потенциала в Кыргызскую республику, и также и в Российскую, то есть Федерацию. То есть это общая сумма контрактов. Эркинбек Ураимович, хотелось бы, чтобы вы также, да, поделились своим мнением о том, что конкретно значит вот приезд, да, государственный визит российского лидера именно для двух стран, что он означает? Государственный визит президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, я думаю, он будет таким большим прорывом в отношениях кыргызско-российских межгосударственных экономическом плане. Значит, сегодня сельское хозяйство является таким вектором развития, локомотивом, да, развития реальной экономики Кыргызстана. В рамках 8-й межрегиональной конференции мы составили 20 меморандумов и соглашений на сумму 500 миллионов долларов. Кажется, это кто-то говорит, это мало, но мы думаем, это все поделили бы на две части. Инвестиционные проекты есть и проекты экспортного как бы поставок. По инвестиционным, значит, в Кыргызстане вот мы сегодня испытываем большие как бы проблемы по торгово-логистическим центрам. Вот есть две компании российских, которые сильно заинтересованы в строительстве торговых центров. Это, значит, российский холдинг Росагромаркет и компания Web Engineering. Мы думаем, что не только вот сегодня желание этих компаний, но самое главное, что они сильно заинтересованы в этом строительстве таких центров. Мы в любом случае поддержим. Есть как бы стремление не только вот на уровне министерства, а на уровне правительства, и будет большая поддержка. Значит, по поставкам. Значит, сегодня мы говорим, что поставляется примерно 157 миллионов долларов как бы сельскохозяйственной продукции. Но это мало. Вот, и россияне это подчеркнули. У нас есть очень большие возможности. Мы говорим, что к 2023 году у нас будет поставка сельхозпродукции там, в сыром виде, переработанном виде до 1 миллиона тонн. К этому мы должны стремиться. И мы составили как бы, контракты по поставкам рыбной продукции, по поставкам, самое главное, мяса. Вот Россельхознадзор недавно снял ограничения, и сегодня торговые сети России сильно заинтересованы в поставках мяса КРС. В этом вопросе вот сегодня мы будем в дальнейшем с ним работать. Они вот сказали, что надо создавать некий проектный офис. В этом вопросе должно быть заинтересовано не только там госорганы и бизнес-сообщество Кыргызстана. Вот вы сказали, что пока у нас не получается, да, в достаточном объеме поставлять продукцию. Вот на сегодня что мешает? Вот вы ранее сказали, что нет пока как бы логистических центров, да? Какие еще есть препятствия? Мы сегодня являемся полнокровным членом Евразийского экономического союза. У нас как бы есть 4 принципа создания Евразийского экономического союза. И самое главное, здесь должно быть никаких препятствий в торговле. Сегодня мы знаем, что видим, что есть препятствия, они существуют между членами государствами Евразийского экономического союза. Но к этому сегодня Россия готова. Они говорят, что они нуждаются в поставках экологически чистой продукции. И вчера они показывали
такой большой проект, она называется «Урал». И вот этот проект тоже вот, они как бы заинтересованы в поставках именно экологически чистой продукции. Вот наш парламент поддержал законопроект, вот сегодня оно прошло в третьем чтении, оно как бы об органическом сельскохозяйственном производстве. Этот закон, ну, мы думаем, мы как бы уверены, что президент подпишет, и мы должны в этом вопросе работать, ну, системно, чтобы не было как бы только вот, как бы стремление одной компании или одной фирмы, а должна быть системная работа на уровне министерства и на уровне правительства. И я вот уверен, что вот составленные экспортные как бы проекты, инвестиционные проекты помогут увеличить поток сельскохозяйственной продукции на территории Российской Федерации. Эркин Мирза, вот на сегодня подписаны документы на миллиарды долларов, да? А какую на сегодня пользу может извлечь из этого местный бизнес вот, совместно с российскими коллегами? Ну вот, прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел бы вот, в дополнение к словам наших коллег сказать пару слов о значимости этого мероприятия. Мне кажется, очень удачно то, что государственный визит главы России был совмещен вместе с проведением этой традиционной межрегиональной конференции. Она уже 8-я, это не первый раз проводится. Просто когда сами по себе вот такого рода двухсторонние, многосторонние бизнес-форумы, они очень полезны в плане развития экономического сотрудничества. Но когда это проходит под эгидой и под, скажем так, патронажем глав государства, это однозначно придает дополнительный импульс, и это все проходит на более высоком уровне, и уже более серьезные действия, более серьезные документы. Есть на что вот рассчитывать, да? Да. А то, что касается вот, соглашений и меморандумов, здесь есть, конечно, меморандумы, соглашения о намерениях, которые вот, служат первым шагом к тому, чтобы открывать и развивать сотрудничество. Но я знаю, что были заключены конкретные соглашения, которые подразумевают, за которыми стоят конкретные цифры и дальнейшие действия. Самое главное сейчас зависит от подписантов, чтобы эти документы, эти соглашения не остались на бумаге, а они превратились в реальные дела. И в принципе этому есть возможность. Я говорю, что в рамках этой конференции были подписаны большое число документов, большое число соглашений, которые уже несут в себе конкретику. Допустим, по нашей линии, по линии Российско-Кыргызского фонда, мы выступали соорганизаторами этой конференции. Одна секция была отдана нам, и по нашей линии было подписано 3 соглашения. Одно соглашение, оно действительно является меморандумом, протоколом намерений, это с Российским фондом прямых инвестиций. Это то направление финансирования, которое только начинается у нас в Кыргызстане, а Россия уже имеет хороший опыт. И мы можем этот опыт применить здесь, во-первых. Во-вторых, деятельность РФПИ, она не ограничивается территорией России, то есть они вполне могут инвестировать в проекты здесь, в Кыргызской республике, о чем мы обсуждали. Да? А 2 других соглашения, они являются конкретными. Первое соглашение, это касается рассмотрения возможности докапитализации РСК банка. Переговоры ведутся с прошлого года, и я думаю, что в течение этого года мы это реализуем. И третье соглашение, это соглашение между крупнейшим сахарным производителем России компанией Продемекс и нашими 2 сахзаводами, которые сейчас работают. Мы выступили 3-й стороной, как основная финансирующая организация. И суть этого соглашения заключается в том, что российская компания заинтересована инвестировать средства в сахарный бизнес здесь, в Кыргызстане. Это вот вполне реальные вещи. Насколько это выгодно, да? Это выгодно, потому что, вот правильно Эркин Нураимович сказал, мы в едином экономическом пространстве, у нас общие рынки. И я думаю, что приход российского инвестора в нашу сахарную отрасль, а она у нас имеет хороший потенциал, еще это традиционно было с советских времен, это, во-первых, это средства, во-вторых, это приход новых технологий, которые на сегодняшний день используют российские заводы. Вот то, что касается. То, что касается, допустим, того же фонда прямых инвестиций, я говорю, это вот новое направление. У нас сейчас создан первый фонд прямых инвестиций совместно с IFC. И вообще это направление, то есть на сегодняшний день источником финансирования бизнеса традиционно служат только банковские кредиты. А в мировой практике
до 30% это прямые инвестиции в капитал. И это направление нам нужно развивать. То есть какие условия будут созданы непосредственно бизнесменам? То есть они будут иметь возможность получать какие-то льготные, ну, дешевые кредиты, да? То есть или какие-то вот им Нет, будут... это не дешевые кредиты, это не кредиты даже, это именно прямые инвестиции. То есть традиционно банковские кредиты выдаются под определенные жесткие требования, и зачастую, особенно новые виды бизнеса, стартапы, новые проекты, они не подпадают под эти требования. А как раз инструмент прямых инвестиций, он позволяет такое финансирование получить. Здесь даже больше вопрос не цены финансирования, то есть, получается, условия начинающим бизнесменам, да, своего рода? Ну, не только, это развивающемуся бизнесу. Это вообще совершенно новый инструмент, который везде в мире применяется и который здесь нужно в Кыргызстане развивать. Прежде чем вот непосредственно приступить, да, к обсуждению вот на тех меморандумах, соглашениях, которые подписаны, вот раз мы услышали мнение всех спикеров сегодня, хотелось бы также услышать, Оскар, ваше мнение. Вот интересно, что в числе делегаций также есть представители компании Росатом, Роскосмос, да, это достаточно большая делегация, также представлена делегация Евразийского банка и представители энергетических компаний. Вот на ваш взгляд, что означает приезд таких больших десантов? Для нас это очень такой хорошей новостью стало. В целом все вот эти соглашения, о которых коллеги сказали, для нас было очень такой большой, приятной неожиданностью. Мы приятно удивились, потому что в широкой общественности, вы, наверное, слышали, не так много информации было, и мы не ждали, что на такие суммы будут заключены контракты. И, конечно, не ждали, что приедут представители Роскосмоса, Росатома, Росгеологии, что подпишется контракт, соглашение с Росгеологией на более чем $1 миллиард. Это большая работа была проведена и большой результат, я считаю. Для нас что это значит? Значит, что у нас идет и будет сотрудничество не только по тем сферам, в которых мы привыкли сотрудничать, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, туризм, но и энергетика у нас до этого была тоже активная фаза сотрудничества. Но теперь будет сотрудничество и с Роскосмосом, и с Росатомом. Это очень такие большие корпорации мирового значения. И, конечно, для нашей страны это дает новый такой толчок. Вчера, как вы упомянули, еще состоялся исторический первый форум ректоров вузов двух стран. Приехало более 70, если не ошибаюсь, ректоров глав учебных заведений России. Участвовали практически все главы учебных заведений высших нашей страны. И тоже были хорошие соглашения об обмене опытом, об открытии филиалов и вот это сокращение пробела между работодателями и учебными заведениями. Поэтому очень приятно было видеть, что сотрудничество по всем фронтам идет. И, конечно, в связи с тем, что прошлый год был нелегким для страны и, наверное, для мировой экономики, такой вот нелегкий год, регионально у нас конкуренция усиливается. Вы видите, что соседние страны таких успехов добиваются. Конечно, это радует нас, что и в нашей стране идут вот такие большие проекты на более чем $6 миллиардов. И как нас проинформировали, потенциально эта цифра может удвоиться, если реализуются все планы долгосрочного характера. Поэтому только такие вот хорошие надежды с этим связаны. Ну, Ильдар Туралиевич, давайте остановимся на тех проектах, да, в каких секторах экономики будут развиваться, то есть в каких вообще в самых различных секторах. Ну, давайте просто приведем вот отдельные примеры. Допустим, Эркин Шамшутдинов уже о своих примерах рассказал. Здесь я хотел бы немножко добавить, когда вот мы говорим о фондах промышленности, это вот какой-то отдельный механизм. Наш бизнес привык к одному механизму, то есть это механизм привлечения капитала с помощью заема, то есть кредитных средств. Дают под залог что-то, берут деньги. Фонд прямых инвестиций – это немножко другой механизм. Это вот типа венчурного фонда. То есть вы выставляете свои акции, то получается в ваш уставной капитал входит инвестор своими деньгами, вы получаете этот кэш,
то есть поток этот денег и направляете в развитие своей базы какой-либо, да, то есть это прямые инвестиции, они рассчитаны, то есть они не даются ни под залог, ни под что, то есть там соинвестор, он видит ваш проект, вкладывается в него и потом за счет прибыли берет свои деньги обратно. Ну, это очень хорошее направление. Вот как раз в Российской Федерации они мы уже несколько дней обсуждали этот их проект. Допустим, по многим проектам у них идет софинансирование 1 к 9. Это же очень хорошо. Можете, да, внести. Ну, допустим, в проект необходимо, допустим, 100 миллионов. У вас есть 10 миллионов. Вам добавляют там 90 миллионов. Вот. То есть достаточно хорошая поддержка, да? Конечно, это не кредитные средства, то есть не заемные средства под проценты, то есть это прямые деньги, прямые инвестиции. Теперь, что касается, допустим, разберем один проект в промышленности. Как вы знаете, у нас сейчас готовится, то есть разрабатываются проекты, они уже прошли как бы технологические этапы проверки, уже оба этапа подтвердились. И на основании этого Российской Федерации есть компания Hevel, подписала контракт на поставку этой нашей продукции на сумму 500 миллионов, там это в течение нескольких лет. Также есть там инвестиционная составляющая, то есть Внешэкономбанк совместно с Евразийским банком развития и Российско-Крымским фондом развития готовы вложить в реализацию этого проекта около 250 миллионов долларов. Первый этап составляет около 50 миллионов, точнее где-то 46 миллионов. Второй этап это 200 миллионов. Что это за продукция? Да? Это продукция, наши готовят пластины из кремния. Они вставляются в солнечную панель, вот, знаете, да, вот солнечная энергетика, пластина, вот туда вставляется, и это позволяет где-то на 25-27% сэкономить. То есть сейчас аналогов в мире, если посмотреть, таких нету. Это совместное как бы предприятие с российской стороной, как бы созданное, и российская сторона, как бы, можно так сказать, наше предприятие выиграло тендер в Российской Федерации, теперь будет поставлять эти пластины для сборки этих солнечных панелей в Российской Федерации. И как бы первым этапом она будет расширять эту свою производственную базу, вторым этапом уже им нужна сырьевая база. Что же, например, по уже железной дороге, по сети инфраструктуры, да? Это развитие наших железнодорожных сетей. Там тоже есть хорошие как бы намерения российской стороны рассмотреть возможность инвестирования в развитие нашей железнодорожной сети. Допустим, что касается сельском хозяйстве. Вот Эркин Нурамович, например, отметил об органической продукции. Что нужно для органической продукции? Органические удобрения. Есть несколько у них соглашений, где российская сторона как бы готова инвестировать в строительство завода по изготовлению этих органических. То есть то, чего у нас нету, да, по сути? Конечно. Да. Кроме того, что касается наших оптово-распределительных центров. С Росагромярки, допустим, сейчас выступила наша ассоциация Дордой, то есть это соглашение подписал Салымбеков Аскармат Кабылович. Они уже как бы тоже обсудили, уже прописали горизонты сотрудничества, где и когда, в какие сроки уже готовы приступить к организации этого оптово-распределительного центра. У нас многие вот эти аспекты, как бы они называют себя торгово-логистическими центрами, оптово-распределительными центрами. Оно сейчас, по сути, в таком зародыше, то есть это какие-то вот овощехранилища, какие-то базы, где собираются продукты, там, сортируются и уходят на экспорт. Второй уровень – это создание оптово-распределительных центров, то есть здесь уже составляется логистическая, да, составляющая, здесь приходит уже, то есть в большей степени. Третий этап – это уже торгово-логистический центр. Здесь уже как бы финансовая составляющая, там, сбытовая составляющая. Здесь полная сеть как бы входит. У нас сейчас мы пока, скорее всего, будем вот второй уровень создания оптово-распределяющие центры. Вся эта торгово-логистическая сеть сейчас создается по, я так понимаю, это наш
общий такой интеграционный проект в рамках ЕАЭС по Транссибу. Вся эта цепочка идет по сбыту не только сельскохозяйственной продукции от Китая до Европы. И если мы в этот вагон зайдем, то для нас это очень хороший шанс для увеличения нашего экспорта в другие страны. Допустим, в сфере энергетики, допустим, есть компания «Русэльпром», готова вложить средства в строительство наших малых гидроэлектростанций, по поставкам оборудования для наших гидроэлектростанций. Там контракт около $1,5 миллиарда. Также есть хорошие контракты в недропользовании. Допустим, Джеруй Алтын, как вы знаете, да, это группа компаний, называется Мусы Бажаева, я вот просто забыл, прям Альянс Алтын, ну еще там группа компаний есть, я просто забыл общее название, как бы прям вылетело из головы. Там они готовы вложить в этот проект, то есть в Кыргызскую Республику, $500 миллионов. То есть они уже подписали, по-моему, контракт с ВТБ на 180 миллионов, дальнейшее развитие, и дальше еще будут вкладывать, получается, если 500 минус 180, 320 миллионов. То есть планируется, да, в год около 5 они тонн, да, сегодня подписали этот контракт, соглашение. Теперь, что касается геологоразведки. Есть такая компания в Российской Федерации, АО «Росгеология». Основные ее партнеры это как Роснефть, Газпром, там, ТНК БП, ну, очень такие мировые известные крупные компании Российской Федерации. И она занимается геологоразведкой. И она готова как бы помочь нам привлечь деньги в нашу геологоразведку в сумме где-то более $1 миллиарда, где-то $1,2 миллиарда. Также есть соглашение по развитию нашей нефтегазовой отрасли. Здесь уже наш «Газпром», это уже давнейший наш партнер в газовой отрасли, готовы инвестировать около $1 миллиарда в нашу нефтегазовую отрасль. Была как бы проделана большая колоссальная работа, разработана дорожная карта, и в рамках ее реализации мы как бы посмотрели, посчитали необходимый капитал в сумме $1 миллиарда. То есть здесь Росгеология, как раз это, то есть здесь все сопоставляется, мы как бы здесь работали не просто какие-то отдельные контракты, а здесь увязка идет разных, разных соглашений для того, чтобы достичь какого-то единого хорошего результата. Но также есть очень много других, здесь просто времени не хватит. Вы более такие значимые, да, проекты обозначили. А вообще вот понятно, что по каждому проекту там определены свои сроки, да, исполнения, претворения в жизнь. А вообще вот на какой период они рассчитаны, и вообще когда начнутся вот первые такие толчки, да, вот именно в этой работе? Ну вот смотрите, что касается периода реализации. Допустим, по развитию нашей железнодорожной сети. Это же не сегодня началось. Это долгое время разрабатывалось, готовилось ТЭО. По-моему, договорились до конца лета этого года уже подготовить ТЭО. В рамках этого ТЭО будут вкладываться и привлекаться инвестиции. Кроме того, есть такие контракты, допустим, что касается того же Хевела и нашей компании Астра. У них сейчас мощность составляет примерно $50 миллионов. Продукция выпускает на 50 миллионов. То есть в течение там 10 лет эта продукция будет поставляться на российский рынок. То есть у них есть уже твердый, как бы, не могу сказать, что это твердый контракт, но уже намерение о том, что в течение 10 лет Российская Федерация непрерывно будет покупать эту продукцию, и она востребована. У них уже, можно сказать, такие минимальные гарантии есть. Да, Ириша, конечно. Вам, да, есть что дополнить? Как раз вот Илья Туралиевичу. Вот хороший вопрос вы задали, вот какие сроки, да? Естественно, там есть сроки, ну, есть контракты, соглашения, которые долгосрочные, на 5, на 10 лет. Есть соглашения уже более конкретные, которые вот в этом году можно реализовать. Кстати, вот президент Российской Федерации, он озвучил, что следующая 9-я конференция состоится в следующем году, пригласил кыргызских партнеров в Екатеринбург. И вот, в принципе, в течение, вот до проведения следующей конференции уже какие-то контракты можно реализовать.
И вот здесь, пользуясь случаем, у меня вот сейчас такое предложение Министерству экономики. Было бы интересно, если бы мы вот тот пул контрактов мы бы отследили, промониторили, и на следующей 9-й конференции мы подвели бы итоги, да, что удалось реализовать из того, что мы подписали в прошлый раз, да, на 8-й. А вот то, что касается, вот если конкретный пример взять, вот по поводу Astra Solar и Hevel, они уже 2 раза отправили пробные партии тестовые. Эти партии продукции полностью прошли тесты. Hevel прислал документ о том, что продукция соответствует качеству. Сегодня вот утром был завтрак с участием 2 министров экономики, и там было озвучено представителям Hevel о том, что по качеству наш кремний, наши пластины, их можно смело включать в одни из лучших вообще по миру. То есть вот, ну, как бы сама природа дает нам такое сырье. И вот в ближайшее время Astra Solar должна в ближайший месяц-полтора поставить партию в 1 миллион пластин, и в рамках этой поставки уже будет заключен твердый контракт на поставку. То есть уже в этом году начнутся поставки этой продукции. То есть вот, пожалуйста, реальный результат. И в принципе есть ряд других соглашений и меморандумов, которые вот можно выйти на реальный результат вот в течение вот этого, до конца этого года. То есть вы хорошее предложение внесли, что вот некий такой сделать список, да, где бы отслеживался ход реализации, да, этих вот намеченных, потому что действительно большой спектр соглашений, меморандумов заключен, и понять вот каждый. Здесь я хотел бы такую вещь отметить. Мы все были на пленарном заседании, и 2 президента после того, как пригласили нас в Екатеринбург, сказали, что там мы отчитаемся, что сделано. Это не зря было сказано. То есть мы там уже должны сказать, что мы сделали. Что начато вами. То есть мы это не только госорганы, там это же бизнес, это финансовые институты. Мы как госорганы будем только теми, как бы тем топливом, которое будет ускорять эти процессы. И мы должны перед 2 президентами уже отчитаться, что мы сделали. И как вот Эркин Шамшуевич сказал, здесь большинство контрактов это не просто там какие-то воздушные меморандумы, здесь это мы подготовились к этому мероприятию давно. Вы, как знаете, в преддверии этого мероприятия у нас проходила межправительственная комиссия 21-я. То есть на этом уровне мы что еще отрабатывали. То есть этот процесс, он шел, то есть подготовка это не 1 день, не месяц, не 2, это там полгода, год, это вот. То есть мы надеемся, что по итогам года, ну, имеется в виду, начиная с сегодняшнего дня в Екатеринбурге мы достигнем хороших результатов, отчитаемся перед 2 президентами. Поедете уже с какими-то хорошими результатами, да? Да. А Эркинбек Ураимович, вам есть, да, что дополнить? Я хотел дополнить, вот в области сельского хозяйства у нас составлено 20 меморандумов соглашений, они вот варьируются от 1 миллиона до 80 миллионов. Реальнее вот уже как бы начато один наш хороший проект, это по модернизации сегодня действующих молочных заводов, это 4 молочных завода, ЮМТК, Урсус, Тахмовский молочный завод и Карабулак. Вот, инвестор, это московская компания Молмаш, вот завтра он выезжает, как бы на месте он уже проработает. И я думаю, что этот наш как бы проект, она продвинется. И самое главное, вот 5 лет у нас сегодня проставит государственное предприятие Карабалтинский спиртзавод, вот нашли и российского инвестора, который хочет вложить $8 миллионов, чтобы это предприятие заработало. Это тоже знаковый такой проект. Мы в этом вопросе тоже думаю, что следующему, 9-му, мы, дай бог, запустим завод. Номер Точина. Хочу добавить, все-таки сегодня в ходе конференции, межрегиональной 8-й конференции, наиболее часто звучали слова партнерство и интеграция. То есть те документы, те соглашения, которые были подписаны и разработаны, подписаны в ходе этого визита, они взаимовыгодны все-таки. Будь это экономическое сотрудничество, военное сотрудничество, образование, да?
мы говорим об обоюдном заинтересованности как с российской стороны, так и с нашей стороны. Поэтому я думаю, когда у нас обоюдный интерес, да, в реализации этих соглашений, я думаю, этому будет дан ход. То есть я надеюсь, что это были не просто какие-то вот соглашения декларативного характера, и уже вот к следующему 9-й межрегиональной конференции, я думаю, что вот часть тех соглашений, ну, по времени все разные, краткосрочные, те соглашения, которые требуют более, значит, детальной проработки и реализации. Это реальные, да, соглашения, потому что обе стороны заинтересованы в этом. Айнур Тойчина, также в дополнение, вот мы много говорим о том, что это выгодно вот в большей степени для кыргызской стороны, да, а вот что конкретно мы можем предложить взамен российской стороне, то есть конкретно какие условия будут им созданы, насколько бизнес будет защищен, да? Ну, вот в ходе сегодняшней конференции оба главы государства, и Сооронбай Шарипович, и Владимир Владимирович, они говорили о том, что и заверили, что они, как главы государств, как президенты, будут поддерживать все инициативы, которые идут, да, как от госорганов и от бизнеса. Они будут поддерживать эти инициативы, потому что, ну, это тоже они дают гарантию, что какие-то не будет препятствий в их реализации. Я думаю, что это говорит о политической воле президентов. И очень была важна, значит, вот эта произнесенная поддержка. И вот кто присутствовал, я почувствовала, что даже после завершения таких официальных, да, отчетов министров экономики, все-таки были еще такие, вот вы знаете, чисто политические выражения поддержки тех инициатив, которые будут и с той стороны, и с этой стороны. Я поэтому верю, что те документы, те соглашения, которые, значит, были подписаны, они будут иметь реализацию. Вот давайте я предлагаю остановиться на каждом блоке. Да? На сегодня вот также стоит вопрос об обороноспособности Кыргызстана. Вообще, что конкретно дал визит, да, Путина вот именно в этой сфере? Вот, Асхар, можно ваше мнение услышать? Ну, это, наверное, не совсем наши компетенции, потому что мы все-таки объединяем бизнес-сообщество. И я больше хотел прокомментировать предыдущий вопрос. Правильно Айнур Тойчина заметила о том, что встречи президентов двух стран говорят о том, что есть политическая воля, и эти все проекты инвестиционные, о которых говорилось выше, они будут, скорее всего, на контроле у двух глав государств, и поэтому мы очень надеемся, что будут созданы соответствующие условия. Вы правильно отметили о том, что это прежде всего нужно для того, чтобы они продвинулись, потому что у нас есть вопросы по условиям для ведения бизнеса, но если будет контроль на самом высшем уровне, то вполне возможно, что все эти проекты успешно реализуются. Ну, в части обороноспособности, наверное, коллеги больше прокомментируют. Да, вот дополните, также в рамках визита вот, также достигнуты соглашения, да, меморандумы вот, о развитии оборонно-промышленных комплексов, да, также о реанимировании каких-то заводов. Ну, в рамках, допустим, делового завтрака с участием двух министров были подписаны соглашения между Барнаульским патронным заводом и нашим Бишкекским штамповочным заводом. Были подписаны соглашения между Дастаном и тоже, я вот просто сейчас не вспомню название компании, российской компании, для того, чтобы там разместить заказы и модернизировать производство этих заводов. Два контракта, которые мы знаем. Вам есть что дополнить? Ну, нет, ну, здесь мы больше из сферы экономики и бизнеса. Мы, наверное,
в полной мере прокомментировать это не можем, но в целом можно сказать, что это все-таки, ну, нужно понимать, что это государственный визит, то есть есть рабочий визит, официальный, а это государственный, то есть визит на самом высшем уровне. И вот соглашения, переговоры, они велись по широкому спектру вопросов, в том числе и вот то, что вы спрашиваете, и в гуманитарной сфере, образовательной, и вот как два главы государства отметили, они по всем вопросам нашли понимание, и я думаю, что и вот со стороны президента России тоже озвучивалось то, что стабильность, то есть важна стабильность не просто там отдельно взятая страны или региона, а в целом стабильность региона. Да, то есть он говорил о том, что мы должны беспокоиться о тех вызовах, которые присутствуют для вообще евразийского континента, евразийского пространства, поэтому я думаю, что здесь тоже хорошие результаты и достижения есть. Эркинбек Ураимович, хочется опять вернуться в сферу сельского хозяйства. Да? Вот российские инвесторы заинтересованы вот именно сельскохозяйственной продукцией, да? Об этом постоянно мы, как говорится, на слуху. Вот именно сельское хозяйство, продукты эти ценятся вот чистотой, да, свежестью. Вот расскажите, вот какие еще соглашения достигнуты? В сфере сельскохозяйства вот составлены как бы контракты по поставкам рыбной продукции. Это на сумму 1 100 000 000 рублей. И вот сегодня мы видим, что у нас развивается, ну, рыболовство, аквакультура. Да? И в этом ну, выгоду видят и россияне, и наши как бы производители рыбной продукции. В этом вопросе вот мы как бы должны поддержать производителей рыбной продукции. Сегодня мы ведем инвентаризацию всех промысла, рыбного промысла, и видим, что должно быть как бы ну, тоже вот государственная поддержка этой отрасли. По поставкам молочной продукции тоже вот Россия сегодня, мы поставляем Россию, у нас, я говорил, 72 предприятия, из них 57 поставляют в Российскую Федерацию. И в этом вопросе вот мы тоже вот сегодня должны поддержать нашу молочную отрасль. Сегодня вот в рамках ЕАЭС мы видим, что очень большая государственная поддержка сельского хозяйства, ну, в Республике Беларусь. До 25% сегодня. И в Казахстане, и в России сегодня сельское хозяйство, ну, государственная поддержка очень большая. Мы сегодня в рамках финансирования сельского хозяйства 7, вот в этом году мы как бы приоритетными направлениями взяли 11 видов продукции. Сегодня они экспортоориентированы, мы его поддерживаем, ну, 6% вот, годовых, эти 11 видов продукции. Это вот какие, можете перечислить? Пищевая перерабатывающая промышленность. Какие виды продукции можете перечислить? Самое главное здесь 5 вот, животноводской продукции. Это мясо, молоко, рыба, шерсть и мед. Вот, 5 продукций животноводской продукции. Остальные 6 это чисто растениеводской продукции. Здесь мы вот знаем, что у нас сегодня развиваются культуры, вот, как табак, как ну, хлопок, фасоль. Вот. Там есть и картошка, картофель, вернее, и есть там косточка, семечковые культуры. Сегодня вот 11 видов, которые мы сегодня стремимся поддержать, потому что они составляют, ну, так, основу экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Евразийского экономического союза, страны Европейского союза и в третьи страны. Вам есть что дополнить? Да, по теме российско-кыргызского сотрудничества я хотел дополнить. Ну, вообще, сам Российско-Кыргызский фонд был создан для того, чтобы одна из целей его создания – это укрепление и развитие такого сотрудничества. И
сегодня оба главы государства в своих речах отметили, что вот Российско-Кыргызский фонд – это один из ярких примеров такого сотрудничества. И Сооронбай Шарипович в своей речи отметил. И было приятно слышать, что Владимир Владимирович тоже, когда в своей речи отметил и озвучил некоторые детали деятельности Российско-Кыргызского фонда. То есть это говорит о том, что они держат руку на пульсе деятельности фонда. И вот я, пользуясь случаем, хотел бы озвучить, что как раз в преддверии этого визита и в преддверии этой конференции мы разработали новую программу, которая направлена на стимулирование такого российско-кыргызского сотрудничества. Суть этой программы заключается в том, что она содержит механизм стимулирования. То есть если проекты реализуются на территории Кыргызской республики с участием российского капитала, то есть в соучредителях присутствует российский инвестор не менее 30%, либо идет поставка российских технологий и оборудования не менее 50-70% в зависимости от технологичности, либо идет экспорт кыргызской продукции в Россию не менее 70%, то часть оплачиваемых по кредиту процентов до половины она возвращается кредитополучателю. И таким образом кредит, полученный на такого рода проект, он будет обходиться инициатору в 2% годовых. Я думаю, что это хороший стимул будет, и я надеюсь, что такого рода проекты будут появляться. И вот как раз таки вот Astra Solar, про который Ильдар Туралевич говорил, это один из первых проектов. Мы собираемся туда инвестировать совместно с другими фининститутами. Я думаю, он подпадет под эту программу. Да, можете дополнить. Ага. В части поставок сельхозпродукции основная проблема наших предпринимателей в том, чтобы найти контакты, куда поставлять продукцию. И вот как раз для этого нужны такие вот межрегиональные конференции, потому что участвовало более 800 делегатов на этой конференции, в том числе те торговые точки, которые реализуют продукцию в регионах Российской Федерации. И вот это очень важно, чтобы наши предприниматели могли или здесь, или вот в будущем году в Екатеринбурге, вот на таких площадках строить контакты, там же заключать контракты и поставлять вот эту продукцию. Вот это, наверное, одна из основных задач была конференции. И, кстати, была выставка, в рамках этой конференции была целая выставка, сделана в Кыргызстане. Там как раз наши российские партнеры могли попробовать продукцию, потрогать и посмотреть, насколько она... В дополнение вашему ответу, вот хочется узнать вот ваши рекомендации, как сделать на сегодня так, чтобы наша продукция была узнаваема, да, в странах ЕС. Вот что сегодня мешает, чтобы вот о нашем товаре говорили, да? Ну, это тот давний наш вопрос по сертификации продукции, по лабораториям. Мы надеемся, что в ближайшее время он решится. Потихоньку уже строятся лаборатории в регионах страны. Как только наша продукция получит всю эту сертификацию, будет соответствовать всем стандартам качества, то как раз появится тот бренд, о котором вы говорите. Нужно поставить качество, вот тоже органической продукции, других видов сельхозпродукции и укрупнять эти вот хозяйства. Вот для этого и нужна кооперация, потому что это даст возможность снизить цену, чтобы наша продукция была там конкурентоспособна не только по качеству, но и по цене. Вот два этих фактора. Айнур Тучинна, хочется подытожить эфир, да, вот как мы говорили в начале, да, говоря о перспективах двустороннего сотрудничества, то есть какие вот вы можете дать рекомендации? Ну, рекомендации уже все даны, я только хочу высказать надежду на то, что данный визит, он дал новый импульс, открыл новые горизонты для сотрудничества, взаимовыгодного сотрудничества, российско-кыргызского сотрудничества во всех направлениях, в экономическом, образовательном, военном, культурном обмене. И на самом деле вся даже наша история вот, наших отношений с Россией нам дает возможность, что и то, что у нас сейчас мы находимся в едином экономическом пространстве, возможности нашей страны поставлять продукцию на 170-миллионный рынок, у нас есть хорошая возможность поддержки наших соотечественников, которые находятся в трудовой миграции, да? Все это дает надежду, что те наши планы, те наши перспективы развития, они сбудутся.
И я очень, у меня были большие ожидания от этого визита, они сбылись. Это подтвердилось на сегодняшней заключительной межрегиональной 8-й конференции. И я очень надеюсь, что те горизонты, которые сегодня мы наметили совместно с Российской Федерацией, с такой большой... мы придем к этому. Всех благодарю за сегодняшнее обсуждение, дискуссию. Мы также будем надеяться, в свою очередь, что все эти проекты успешно реализуются, претворятся в жизнь, и двустороннее сотрудничество выйдет на еще более новый и качественный уровень. Это был эфир ток-шоу ОЮРДО. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на Общественном Первом.